Театр начинается с вешалки, а школьная столовая по нормам Санпина с умывальника, горячей воды и мыла. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора сначала проверяют условия соблюдения личной гигиены. В 10-й школе с этим проблем нет. О необходимости обеспечить бесплатным питанием всех учащихся начальных классов говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию еще в прошлом году. Речь идет как минимум об одном приеме пищи, включающем в себя горячее блюдо и горячий напиток. В 10-й школе так питаются 290 младшеклассников. Чай, мол, каш хосет, чай, кофе. Добавки О вкусах, конечно, не спорят, но правильное питание школьников – это в первую очередь баланс белков, жиров и углеводов. Еда должна соответствовать суточной калорийности. Для завтраков это не менее 20%, а для обедов 30-35%. Столовые это учли. Меню составили на 6 дней. Какао, иногда чай с лимоном, бутерброд с маслом или же бутерброд с сыром чередуемый. Яйцо вареное 3 раза в неделю у нас. И также бутерброд с сыром тоже 3 раза в неделю. В обед у нас или гуляш, или же котлеты, тефтели, рыба. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рацион школьников должен включать в себя блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. Поэтому на конфеты и шоколад строгое табу. Вот это нужно сразу убирать. Нельзя продавать. Заглянули ревизоры и в холодильник. Их внимание привлекли суточные пробы блюд за последние 48 часов. Они нужны для контроля технологии приготовления и в случае возникновения кишечных инфекций. Вот только как вести этот контроль непонятно, если повара забыли указать точное время отбора. 11, 11, 20. 12, 11. Наименование приема пищи, обед, время отбора проб, точное время. В обед, во сколько там, в 12 вы взяли, в 13 вы взяли. Время нужно указывать. И это не единственные нарушения, связанные с пробами. Здесь забыли не только правильно прописать время отбора, но нарушили условия их хранения. Явно не при такой. От 3 до 6, плюс 3, плюс 6 градусов Цельсия должна храниться суточная проба. Отбираете вы баночки? Да. Роспотребнадзор проверяет также сопроводительные документы на продукты. Здесь они отвечают необходимым требованиям. Контролировать качество питания в школах поручил Роспотребнадзору сам Владимир Путин. Следующая на очереди 5-я Назрановская школа. Процедура проверки здесь такая же. Минобразование, меню, по этим меню мы составляем меню. Нет, чтобы мы могли отследить вот это вот совпадение меню фактического, то есть ежедневного, и меню требований. Они совпадают, конечно. Это же обязательно, то, что вывешиваем. У меня самой ребенок здесь учится племянники мужа. Дети очень довольны, сытые, приходят домой. Не было такого, что там ребенок не поел, например. Очень с удовольствием кушает еду, которая готовится в школе. Я могу сказать, что мы, как родительский комитет, мы постоянно приходим, проверяем, и какое меню выставляется детям, какие продукты используются. От внимательного взора ревизоров не ускользнет ни одна деталь. Технологическое оборудование, инвентарь и даже тарелки с вилками. В школьной столовой все должно отвечать принципам здорового питания. Посуда тут битая, надо убрать. Нельзя использовать со сколами. Нет, у нас битых посуды нет. Вот, снимите, сразу снимите и уберите. В центре внимания также противоэпидемиологические требования. Поэтому проверили и наличие медкнижек, и сертификатов о вакцинации, и журналов о дезинфекции и уборке. Я веду журнал неделю 1 раз. У меня уборка генеральная. И каждый день у меня вот это текущее. Просто текущее. По 2 раза в день. Да, 2 раза, конечно. Серьезных нарушений в ходе рейда сотрудники Роспотребнадзора не выявили. Мелкие недочеты работники пищеблоков устранили на месте. Однако это не повод расслабляться, потому как безопасность и качество детского питания на особом контроле. Выявляются такие нарушения, как отсутствие москитных сеток на окнах, неправильное ведение документации,
отсутствие маркировки, частичное отсутствие маркировки на инвентаре, на столах. В одной из сегодняшних школ, проверенных школ, у сотрудников пищеблока на момент проверки отсутствовали сертификаты о проведении вакцинации. На месте они отсутствовали, но было озвучено, что имеется первичная вакцинация у этих двух сотрудников и что они ожидают проведения вторичной вакцинации. Ну а проверки продолжатся до конца учебного года. Ревизоры заглянут во все школьные столовые Ингушетии. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.